Я нахожусь в родном татарском книжном издательстве, где вышла в 2017 году книга, альбом, посвященный моему творчеству. Расскажите немного об этой. Делали вдвоем с моим младшим сыном Ильгизом Шамсудиновым. Он верстку делал, в общем, а иллюстрации подбирал я. Дело в том, что в этой книге представлены работы за 50 лет творческой работы. Начиная, можно сказать, с середины 60-х годов, после окончания художественного училища. Вот самая ранняя работа, которая здесь представлена, это 1963 года. Наверное, было непросто, да, за 50 лет отобрать именно то, что должно войти. Самый лучший старался, самый такой уже, чтобы показать работы, за которые не было бы стыдно, и показать публике. Дело в том, что здесь какая тематика? Здесь я в свое время очень много работал над историей нашего татарского народа с древнейших времен. И здесь представлена часть иллюстраций. И очень много книг оформил по истории нашего края, именно в Татарстане. Путешествие Ибн Фатлана, здесь тоже представлены иллюстрации. Произведение Идыгей, к нему есть иллюстрации. Далее, выдающееся произведение Кул-Вали, сказание о Юсуфе, здесь тоже представлены иллюстрации. Именно к этому. Они классики нашей литературы. Очень много исторических произведений, именно посвященных султану Волжской Булгарии, реконструкции сделаны. Далее, ханов Золотой Орды, ханов Казанского ханства. И здесь очень много портретов наших современников, с которыми я встречался и непосредственно с ними в контакте рисовал их с натурой. Мадарис Авлямов, вот поэт, Гурий Тавлин, писатель известный. Диас Валеева, портреты есть. Туфан Минулина в свое время карандашом сделал. Сейчас он хранится у их родственников. Сделал портрет нашего президента Миниханова и подарил ему. Здесь в этой книге оно тоже представлено. Тоже представлено. Если говорить о стиле, вот какой вам больше всего близок? Портрет или все-таки какие-то истории? Или же вы оформляете и сказки? У нас выходили в разные года и я участвовал в 140 выставках международных, республиканских, всероссийских. 16 персональных выставок у меня было. И когда приходят на мои персональные выставки и говорят, а сколько здесь художников? А когда узнают, что здесь один художник, они как-то в недоумении. Обычно у кого-то вырабатывается один почерк, и он эксплуатирует этот свой стиль. Но это не всегда на пользу художнику идет. Художник должен совершенствоваться, все время расти, он может меняться. Все зависит от того, что он изображает. Исторические работы я вот изображал, ханов. Я старался их стилизовать, можно сказать, под ту эпоху. Там ведь в свое время тоже художники были. При султанах были свои придворные художники. Они свои манеры делали, так называемые восточные миниатюры. Вот в этой стиле работал. А портреты наших современников я уже сделал в европейской манере. Я учился в Москве, в художественном вузе. Там давали именно классическое образование, такое реалистичное. Опирались на традиции передвижников русского искусства. Так что умение рисовать, это не каждому дано грамотно. Рисунок – это как математика. Кто владеет именно этим рисунком, у того и лица бывают похожи. Каждой пропорции. Человек рисует, допустим, кончик носа и должен чувствоваться затылок. Математика. Рисунок – это математика. Скажите, какие у вас будут пожелания вот тем, кто, может быть, начинает себя пробовать, или те, кто уже набирает оборот в этой сфере? Вот ваши пожелания. У нас в Казани, конечно, есть это очень хорошее учебное заведение. Начальный этап можно начинать с казанских художественных школ. Их несколько у нас. Я учился сам в первой школе. Она самой старой была. Я учился еще в 50-е годы. Ну скажите, а вот это вот все-таки, это же талант? Вот бывает, кто-то учится и ну никак, а бывает вот кто-то берет и даже обучения не надо, и он сразу же одним росчерком пера делает шедевры. Есть такие художники, у них образование обычно бывает техническое, это мы их называем
самодеятельные художники Мгм. или художники наивного искусства. Вот недавно открылась выставка, его можно перечислить. Шаймарданов, Мгм. художник, Хазина его выставка. Вот у него техническое образование. Мгм. Он, можно сказать, такого художественного образования не получил, и тем не менее его работы очень интересные. Альфред Шаймарданов. Мгм. Сейчас в галерее Хазина его работы висят. Великолепно. С большой фантазией. Он, конечно, не соблюдает вот эти пропорции. Он может это утрировать их. Но передает Да, все. да. Но у него художественное видение есть мира. Вот на фоне Кремля у него знаменитая работа есть. Стоит осел. У нас же ослы здесь не водятся. Да, И тем не менее, это он с юмором так подошел. отлично. Ладно, спасибо вам, Башлан. Аны Татарстан китабында жердинде менің 2001 жылы бірінші альбом шыққан еді. Ол сатуға шыққаш, бір жылда сатылып бітті. Андан соң мен рәссамлар янына келем, аларның стаханасында менің китап ята екен. Алар мен қызықсанам, нәрсемен қызықсанасыз. Сенің мындай киімдер барсыда біздің татар тарихы бойынша сақланған табиғат, бұрынғы деген архитектура көріністері, мына шуның менен бізге қызық дейдір. Ну, алар өзлерінің деген темалары бар. Алар өзінше эшлейлер инде. Но барбір менің киімдерге, архитектураға, табиғатқа таянып эшлейлер инде өзінше. Мына шул. Бұл китапны бизәгәндә минем улым Илгиз, кичкенә улым Илгиз, ул рәссамнар мәктәбен беренчесен бетерде, кызыл диплом белән. Шуңа күрә ул ил компьютерда бик әйбәт эшли, шуны аңлый. Теге монда бит китапны бизәгәндә аны верстка дигән әйбер бар. Менә шуның тәмен белеп, матур иттереп, гармониялап, менә шуны эшләде инде ул. Аның кешегенә дә бик әйбәт. Мен әйтеп кенә тордым, аяк рәсемен куярга, ул үзе барсында тегене туплап, битләренә салды инде. Нәрсә әйтәсең килә? Менә монда төрле темалар бар. Безнең татар тарихы, Болгар заманнары, Идел буендагы теге безнең зур дәүләт булган. Идел Болгары. Аннан соң Алтын Урда ханнарына багышланган рәсемнәр бар. Казан ханлыгы патшаларына аларның рәсемнәре бар. Күбесе. Иң атаклысы. Аннары монда күп портретлар. Мин үзем күргән, аларга карап ясаган портретлар. Минем белән яшәгән, минем белән бергә эшләгән язучылар, композиторлар. Безнең туганнар да монда күп инде. Чөнки безнең туган Юран Шамсудинов, музыкант, ул Исмаил Шамсудиновның улы, Исмаил Шамсудинов. Безнең халык артисты, композитор. Ул минем әтинең энесе инде. Монда Юран ул пианинода бик әйбәт уйный. Аннары минем бер туган абыем Инар Шамсудинов, ул да музыкант, аның да портретлары бар. Сеңлем дә монда бар, ул да музыкант. Творческая гикмукалия сезнең творчество. Мин үзем дә музыкага укыдым, скрипка буенча. Музыка мәктәбендә. Менә шуңа күрә ул рәсемләргә кирәк икән. Шуңа күрә синең рәсемдә музыка кебек булырга тиеш. Төсләр матур булырга тиеш, гармония булырга тиеш. Менә шулай. Рәхмәт бик зур.